Уважаемые мои подписчики, сегодня 16 марта 2022 года. Нахожусь на улице Пушкинская, угол Майской, в городе Ижевске. Бывший гипермаркет «Утес», сейчас магазин «Пятерочка». Как вы можете видеть, хлеб на ценнике 17,09, красная цена. Давайте проверим по ценнику, по чеку. На чеке, как вы можете заметить, цена 17,99. Обратите внимание. Хочу спросить, на каком праве идет обсчет покупателей. Я понимаю, что Роспотребнадзору сейчас нечем заняться, поэтому по магазинам рейды отменены. Жду момента, когда Роспотребнадзор все-таки займется своим прямым делом и начнет проверять соответствие цен на кассе и в зале. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Вместе не допустим обсчета покупателя является нарушением по статье 14 Кодекса административных правонарушений. Обман, обсчет покупателя. Благодарю вас за внимание. Хорошего вам вечера и дня. Еще раз повторяю, магазин «Пятерочка» раньше назывался «Утес», угол Майской, угол Пушкинской. Заметьте, пожалуйста, несоответствие цен. Всего доброго, до свидания, хорошего вам дня. Добрый день, уважаемые зрители моего канала. Рад приветствовать вас. Снимай меня. Меня снимай. Как вы можете видеть, в магазине «Утес» только что совершили обсчет покупателей. Хлеб стоит 17,09 на чеке, как я раньше вам показывал. Мне посчитали за 17,99. Молодой человек, вот вы видите его лицо, он прикрывается, потому что не хочет отвечать по статье 14 Кодекса административных правонарушений. Такую статью эту никто не отменял. Кроме того, как вы можете видеть, в данном магазине отсутствует книга жалоб. Также, по 105-й? Также охранник начинает борзеть. Как вы видите, он меня начинает толкать. Так вы отвлекаете сотрудника. Начинает мне угрожать. Данный охранник будет отвечать тоже по статье. Статья 330 Уголовного кодекса самоуправства. Все, не трясись. Как видите, происходит хамство в данном магазине. Запомните адрес: на улице Пушкинской, угол Майской, Утес, магазин «Пятерочка». Уважаемые покупатели, сделайте вывод, что в данном магазине происходит обсчет покупателей, хамство, угрозы. Ждем, когда мне вернут сумму обсчета. Также вы можете видеть, что книга жалоб на стенде отсутствует. Призываю сотрудников Роспотребнадзора с Ленина 106 наведаться в данный адрес и произвести проверку. Адрес магазина на улице Пушкинской расположен. Забирайте. Денег не видите? А вы заснимаете тоже? Вам передали деньги. Прошу вас запомнить, вот охранник, который на меня поднимал руку, вот продавец, который меня обсчитал. Видите, он скрывается. Обсчет он не признает, наоборот, на меня прилилось хамство. Извинений тоже не последовало. Уважаемые зрители моего канала, сделайте, пожалуйста, вывод о магазине «Пятерочка», бывшем «Утес», на улице Пушкинской и угол Майской. Как тут относятся к покупателям? Просьба сдачу проверяйте внимательно, ибо в данном магазине происходит обсчет покупателей. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ждет вас много интересного. Кстати, мне была вернута подачка. Сумма обсчета составила 90 копеек за каждую булку. Я купил 3 булки. Мне выдали только 2 рубля. Все остальное пошло, видать, в доход данного магазина. Как вы можете видеть. Да вы суперблогер. Перед вами охранник, еще раз, который на меня поднимал руку. Как его зовут? Здравствуйте. Мальцева
Мальцева Александра. Мужчина, вам некогда, да? Делать ничего? Как вы видите, продолжается грубость дальше. Прошу вас делать вывод в данном магазине. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Вас ждет много интересного. Ну, давай, Здравствуйте, дорогие. давай, родной. Здесь Давай, просто пока- творится беспредел. Давай покажись. Покупатель хочет обвинить нас во лжи, Давай. хотя ее нет. Как нет? Только что Ее меня нету, обсчитали. абсолютно нет. Как нету? Магазин считается лучшим в макрорегионе. Да. Что еще нужно? Обсчеты покупателей, да? Насчет покупателей? Да. Вы считаете, что кассир имеет дело к ценникам, которые находятся на прилавке. Он на Кассир кассе по обсчитывает статье вас. 14 он не имеет права меня обсчитывать, а он обсчитал. По статье В 14 он ответит. в каком плане он вас обсчитал? Кодекс административных Каком? правонарушений. На ценнике одна цена, Ваши у него батоны сколько другая. стоили? 17,09. А он мне 17,09. продал их за 17,99. На 90 копеек за каждый батон. Он меня обсчитал. Ну что? 17,09 цены нет. Где вы видели 0,9? 99 есть? 17,09. Спросите девушку. Ну? Я все заснял. У меня есть Копейки доказательства. считываются. У меня есть доказательства. Я все Ну заснял. хорошо. Хорошо, значит, он меня обсчитал все-таки, так? Нет. То есть как это нет? Все копейки складываются в сумму. На 90 Он вам копеек вернул с каждого 90 копеек, батона он вам вернул рубль. он меня посчитал. После моего заявления он вернул. А сначала? Так вы Сначала могли на меня спокойно посыпалось. подойти, вам бы точно так же Сначала на вернули меня рубль. посыпалось хамство. Вы на меня подняли руку, только потом мне была возвращена на вас руку сумма. не поднимал. Еще вы меня оскорбляли, Вы взяли унижали, камеру и не стали трясись. снимать во время. Я имею право. Статья Рабочего 29 Конституции мне разрешает съемку, а вам поднимать на покупателей руку вы не имеете Вы права. могли вызвать Вы ответите администратора. по уголовной статье 330 самоуправство. То, что она подразумевает, вы поймете. А вы что сейчас делаете? Не самоуправство? Это не самоуправство. Да? А вы, находясь на рабочем месте, нарушаете Кто вообще дал право самоуправство. меня снимать? Статья 29 Конституции Российской Федерации. Почитайте, Да, пожалуйста, на снимать суде. меня можно. Да, Везде и везде. да. Конечно. Вы что, военный объект? Конечно. Или граница? Я человек. Где хочу, там Это и мое снимаю. личное пространство. Вы сейчас в данный момент влезли лично ко мне. Вы на меня, снимайте меня. вы на меня Я подняли, вас не просил. вы на меня Я подняли, вас не поднимал вы на на вас меня руки. подняли руки. Я все это заснял. Ну все.